Разные и прекрасные. Выставка по таким названиям сегодня открылась в Национальном музее республики. Глазами девушек-художниц, ценителей искусства смогли увидеть более 30 полотен, среди которых пейзажи, портреты, натюрморты. В центре внимания у посетителей оказалась картина Анжелики Дадаевой, на которой изображена юная мусульманка Хафиз Хутмат Кадырова. Ко дню чеченской женщины проходят по республике различные праздничные мероприятия. Так, в Доме культуры села Старая Тагиль для прекрасной половины организовали концерт. Самый главный атрибут праздника – цветы. Получила каждая женщина. Не остался в стороне и департамент по связям с религиозными и общественными организациями администрации главы правительства Чеченской Республики. Сотрудники ведомства совместно с другими организациями поздравили женщин, отбывающих наказание в колонии. Передали им памятные подарки и цветы. Здесь же прошла церемония вручения грамоты за активное участие в мероприятиях по духовно-нравственному воспитанию, проводимых в колонии. Прекрасную половину поздравили в Министерстве имущественных и земельных отношений. Роман Идилов поблагодарил женщин за достойный труд и пожелал успехов как в личной жизни, так и в трудовой карьере. Благодаря их пониманию и терпению в семьях царит дружеская атмосфера. Цветы из рук руководителя ведомства получили все сотрудницы. День чеченской женщины отмечается в третье воскресенье сентября с 2009 года. Глава республики учредил праздник в память о героическом поступке 46 чеченских девушек во время Кавказской войны в Дади-Юрте. Об истории праздника сегодня студентам Суворовского училища рассказали старейшины Гудермесского района. Возложив цветы к памятнику защитницам Дади-Юрта, студенты прочитали стихи о героических чеченских женщинах. Славу достойные, вечно любимые, звезды вселенной и нашей страны, вами природа веками любуется. Принимал поздравления сегодня и женский коллектив Министерства финансов. Усман Расуханов, поздравляя прекрасную половину, отметил: этот праздник по праву стал одним из самых значимых в нашей республике. Без букета цветов из зала не ушла ни одна женщина. Аналогичное мероприятие прошло и в актовом зале МВД. Министр внутренних дел Чечни Руслан Алханов не только поздравил сотрудниц с праздником, но и поблагодарил их за добросовестный труд. Цветы и концерт стали самой яркой частью вечера. От всей души, от имени руководства, от тебя лично горячо и сердечно поздравляю вас с Днем чеченской женщины. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, удачи. Принимают поздравления в преддверии праздника Ачхой-Мартановские женщины. В райцентре была организована культурная программа. На торжестве присутствовали матери погибших сотрудников, а также женщины, награжденные медалью материнской славы и орденом Ахмад Хаджи Кадырова. От имени Рамзаны Кадырова глава Ачхой-Мартановского района поздравил женщин и вручил им ценные подарки и цветы. Мероприятие ко Дню чеченской женщины прошло в районном отделе МВД. Вдовам и матерям погибших правоохранители вручили цветы и ценные подарки. Без сувениров не оставили представительниц прекрасной половины из Урус-Мартановского района. Во Дворце культуры прошел небольшой концерт. Женщинам вручили подарки и денежные вознаграждения от регионального общественного фонда имени первого президента республики Героя России Ахмад Хаджи Кадырова. Конверты с деньгами от фонда уже в администрации района получили матери, вдовы погибших сотрудников. Но в завершении такого насыщенного дня в одной из гимназий Урус-Мартана учащиеся 9-11 классов соревновались в знании кулинарии, рукоделия и обычаев чеченского народа. Левтина Банадыкова, Динара Мурадова, Евах Кантаев. Новости.